Рустам Закирович, вот на днях правительство республики планирует отчитаться об итогах социально-экономического развития Башкортостана в 2017 году. Год был непростой, в том числе и с экономической точки зрения, но повода для пессимизма нет. Так ли это, как вы считаете? Республика Башкортостан – один из самых мощных и крупных регионов Российской Федерации, и экономика нашей республики диверсифицирована, то есть многопланова, и, собственно, наши результаты неплохие по итогам 2017 года. Ряд проблемных точек я уже обозначил, это прежде всего инвестиции. В основном мы выглядим совсем-совсем неплохо. Мне не хотелось бы приводить цифры, характеризующие промышленный рост, промышленное производство. Это все общеизвестно. Я бы хотел опереться на другие показатели, в том числе данные социологических опросов, которые мы регулярно проводим. И в первом квартале 2017 года получили цифры на вопрос, как вы оцениваете свою жизнь в целом. Жители нашей республики 80% ответили, что положительно. И скорее положительно. Примерно пополам положительно и скорее положительно. Это говорит о том, что есть у населения нашего и оптимизм, и видят развитие нашей республики. И кроме того, мы понимаем, что такие цифры неплохие получены и в части розничной торговли, рост на 2,5%, 102,5% по отношению к 2016 году. Автомобилей купили на 30% больше наши жители в 2017 году, чем в 2016. В прошлом году было введено в эксплуатацию 35 тысяч новых квартир. Если в семье в среднем 3 человека, почти 100 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. 100 тысяч человек, для примера, это население города Октябрьский. Вообще за последние 7-8 лет введено в эксплуатацию более 20 миллионов квадратных метров жилья по всем категориям, которые на сегодняшний день и индустриальным способом возведенные, и частным способом возведенные. Могу сказать, что весь жилой фонд Уфы 20 миллионов квадратных метров, то есть вот так незаметно, потихонечку, построен еще один большой город. Я хотел бы сказать и о том, что на счетах наших граждан на сегодняшний день суммарно лежит порядка 360 миллиардов рублей сбережений. Это не маленькая цифра. Два бюджета республики. Да. И кроме того, постоянный рост этих вложений. И мы видим, что по сравнению, допустим, с 2010-2011 годом, эта цифра выросла более чем в 2 раза. И при этом деньги не съедает инфляция, рекордно низкая инфляция по итогам 2017 года, 1,4%. Хорошие показатели в сельском хозяйстве. И очень важно, что по основным продуктам питания республика обеспечивает себя в полном объеме. Зерно, мясо, молоко, яйцо, огурцы, томаты – это все существенно выше, с точки зрения норм потребления, существенно выше 100%, 120, 130, 150%. Мы этими продуктами, что называется, торгуем. И кроме того, агропроизводство на сегодняшний день хорошо работает в части кооперирования, в части объединения мелких предпринимателей и частников и получения нового качества. И исходя из экономических результатов, налоги, бюджет, кстати говоря, бюджет сформирован, закончен
2017 году с профицитом. Но вы же критикуете правительство за это. Я критикую по-доброму, потому что на самом деле иметь запас денег – это всегда хорошо. Причем такой солидный. Солидный, да. И это говорит об устойчивости экономической ситуации и об устойчивости бюджетной системы. Мы в прошлом году достигли средней душевой бюджетной обеспеченности в Республике Башкортостан в 50 тысяч рублей, 49 600, 49 700 рублей. Опять же, это примерно уже в 1,5 раза больше, чем было 5 лет назад, и, собственно, бюджет наш совсем-совсем неплох, и мы за счет этого справляемся с теми нагрузками, которые несем в части строительства социального, в части возведения новых объектов, детских садов, школ, больниц и так далее.